Генеральная подрядная организация, известна. Контракт 2,9 миллиарда со сроком окончания 31 декабря этого года? 2021 года. Чемпионата мира по хоккею с мячом. Подрядчик отчитывается. Демонтаж западной, северной и южной трибун завершен. Убраны табло и мачта освещения. Выполнена шпунтовая стенка на западной трибуне и устройство котлована. Продолжаются работы по устройству фундаментов, дренажа, сетей внутреннего водоснабжения, канализации и вентиляции. Идет каменная кладка внутренних стен и перегородок. Вот у нас вот это грандиозное сооружение, западная трибуна с трибунными помещениями на 7 тысяч мест. Со всем размещением, лабораториями, раздевалками, их там 8 штук, саунами, беговыми дорожками, пресс-центрами, ВАДовская лаборатория. Очень много, набор помещений большой. И заход у нас в центральную трибуну будет вот с улицы Карла Маркса, вот отсюда. Министр спорта Коми Николай Бережной отмечает, объект будет отвечать всем современным требованиям, установленным регламентом проведения чемпионата мира по хоккею с мячом. А самое главное, стадион продолжит быть универсальным. Зимой здесь будут играть в хоккей, а летом на газоне в футбол. Объект сможет принимать более 8 тысяч зрителей. Здесь был раньше такой вариант, который сейчас демонтирован. Снизу морозильная установка, она промораживает, сверху тонкое 3-4 сантиметра футбольное поле. Оно было у нас, к сожалению, старой модификации, сейчас есть более современные. И когда приходит апрель, морозильные установки прекращают работать, стаивает дней за 10, и выходят футболисты, и мы используем круглый год. То есть трава не Искусственная. Искусственный газон. Дренажная система позволяет все это во время убирать. Впереди устройство спортивной арены, установка навесов над местами для зрителей, новых мачт освещения, звукового оборудования и информационного медиатабло. На первом этаже новой, западной, она же центральной трибуны, расположится входная зона и раздевалки для судей и спортсменов. На втором новый легкоатлетический манеж с 4 беговыми дорожками, а еще баскетбольная площадка и тренажерные залы. Появится даже кафе для спортсменов и болельщиков, а верхние этажи здания отдадут для совещаний, техперсонала и работников прессы. Владимир Уйба ходом работы доволен, впрочем, обращает внимание подрядчика на беспокойность жителей соседних домов. Он просит реагировать на каждый сигнал, который поступает от жителей из Карла Маркса. Состояние их жилых строений должно быть на постоянном контроле подрядной организации. Окна открыты, понятно, что работающий механизм, они создают некоторые неудобства для жителей. Но это все временное явление, основная масса уже работы она произведена, вы ее видите. Осталось вот 43 штуки и 290 штук. Да, ну, стараемся реагировать. Дома-то старые. Управляющая компания этим делом будет заниматься. Ломаечки выставили на дороге, на тротуарах, чтобы этих явлений не было. И они контролируемы на сегодня. Объект очень крупный и важный для республики, но его реконструкция ни в коем случае не должна угрожать безопасности людей, заключает Владимир Уйба. Руководитель службы единого заказчика республики заверяет, мониторинг текущего состояния жилых домов по Карла Маркс идет постоянно по мере линейного продвижения работ вдоль улицы. Кроме того, по воскресеньям строительные работы приостанавливаются. Все для того, чтобы в выходной день не беспокоить людей шумом тяжелой техники. Любовь Лапина, телеканал Юрган.